Смотрите в программе. 8,5 тысяч детей выехали в районы из Якутска на летние каникулы. Роспотребнадзор же рекомендует ограничиться отдыхом дома. Алексей Колодезников проверил ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Хангаласском районе. В поселке Нюя Ленского района утонул 15-летний подросток и чуть не утонула девочка. Картину событий восстанавливали наши корреспонденты. В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Новые очаги коронавируса выявили в Мегино-Кангаласском районе. По информации регионального оперативного штаба, в Якутии за сутки 58 положительных результатов на COVID-19. Из них 49 в Якутске и 9 в районах. По 2 случая в Нерюнгринском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском. Там зарегистрированы новые очаги. Эпидемиологи сейчас отрабатывают контакты. Единичные случаи в Намском, Татинском, а также Верхоянском районе. Туда вылетела оперативная группа для оценки ситуации и координации дальнейших действий. Кроме того, замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина прокомментировала работу по забору анализов на коронавирус в Якутии. На сегодня непосредственно, несмотря на то, что достаточно часто возникают вопросы, что не берут тесты на новую коронавирусную инфекцию, на территории республики продолжают работать непосредственно 11 лабораторий. Есть также дополнительные лаборатории у нас в иных точках, в больницах стали появляться дополнительные лаборатории. Всего у нас на территории республики взято за весь этот период около 250 тысяч тестов на коронавирус. Это очень большая цифра, по моему мнению, исследований. И, в общем-то, она говорит и о таком достаточно слаженной, качественной работе. Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников лично ознакомился с ходом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Хангаласском районе он проверил отрезки автодороги УМНАС. Соответствует ли все нормативам и плану, узнал Юрий Осипов. Юрий, тебе слово. Здравствуй, Василий. Мы сейчас находимся на 102-м километре автодороги УМНАС возле села Булгунехта Хангаласского района. Сейчас за моей спиной вы видите процесс капитального ремонта автодороги. Всего в нынешнем году в Хангаласском улусе запланирован ремонт и укладка порядка 30 километров дорог. В целом по республике же по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» производится ремонт 186 километров региональных дорог. Дорожные работы ведутся на 58 объектах по всей республике. На реализацию нацпроекта предусмотрено порядка 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Более подробно о национальном проекте давайте послушаем первого заместителя председателя правительства республики Алексея Колодезникова. Сейчас у нас начало июля. Надо отметить, что в принципе подрядчики по региональным дорогам уже приступили повсеместно. У нас же реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По региональным дорогам в этом году мы должны ремонт и строительство 186 километров сделать. Почти все региональные дороги в этом году подпадают под нацпроект. В целом надо отметить, что по региональным дорогам мы справимся. Видим, что планы у нас своевременно выполняются. Мы и конкурсные процедуры провели в установленные сроки. Согласно графику работ по национальному проекту, до конца сентября планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта и 7 объектов в октябре этого года. Оставшиеся 28 объектов, на которых ведутся дорожные работы, относятся к столице республики. Это порядка 24 километров. Из них до конца августа планируется завершить 11 объектов. 3 объекта до конца сентября и 14 объектов до конца октября. Василий, к этому моменту у меня вся информация. Передаю слово тебе. Да, Юрий, спасибо. Центр «Мои документы», как и другие организации, подстроился под новые реалии. Он открыт для посещения с некоторыми ограничениями. Как и ранее, попасть можно исключительно по предварительной записи через портал государственных услуг или же колл-центр. Перечень услуг сокращен. Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы. Офисы и отделения по всему региону работают по единому графику с перерывом на обязательную полную дезинфекцию. На входе посетителей встречают сотрудники с дезинфицирующими средствами. Без маски вход воспрещен. Несмотря на это, количество граждан, посещающих офисы, остается высоким.
Специалисты центра допускаются к работе только после измерения температуры. Администраторы, которые непосредственно взаимодействуют с заявителями, дополнительно носят еще специальные защитные костюмы и очки. Ежедневно центр обслуживает до 2000 человек по республике, и половина из них – это город Якутск. До пандемии показатель в среднем был в 4000 посетителей в день. Это все услуги Росреестра, оформление СНИЛС, ННН, паспорта гражданина РФ, детские выплаты, а именно ежемесячная выплата в размере 5000 рублей на ребенка до 3 лет, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а также услуги Департамента градостроительства и окружной администрации города Якутска, выдача разрешения на строительство, кроме подачи уведомления о начале или окончании строительства объекта ЖС, и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Почти все остальные популярные услуги можно оформить в электронном виде. Официальное открытие городского пляжа на озере Аруктак состоялось в Вилюйске. В преддверии события там провели очистку дна озера. Этим занимались специально приглашенные водолазы. Также установлены шезлонги, детские батуты, водяные горки и прочие строения. За всю историю города впервые администрация города организовала городской пляж. До сегодняшнего дня официального пляжа в городе Вилюйске не было, несмотря на то, что в городе Вилюйске очень много мест для купания. Городской пляж был создан по согласованию с ГИМС МЧС России, с Вилюйским участком Роспотребнадзора, службой спасения Республики Саха-Якутия. Надеемся, пляж на территории района Аруктак хоть на коротенькое время станет одним из любимых мест отдыха жителей нашего любимого города. Отнюдь нерадостным событием закончилось купание в Ленском районе. В поселке Нюя утонул 15-летний подросток. Также чуть не утонула девочка, но ей, к счастью, удалось спастись. Картину событий восстанавливала наш корреспондент Анна Кожевникова. Река Лена, ее называют кормилицей, главной транспортной магистралью Якутии, но тем не менее вода – это стихия, и каждый год она уносит жизни людей. Так и в этом году не успел открыться пляжный сезон, как в Ленском районе, в поселке Нюя, утонул подросток. Эта коса известна всем нюйцам. Здесь подстерегает илистое дно и круговорот течения, но тем не менее трагедии не удалось избежать. Группа подростков из 3 человек 1 июля вечером отправились купаться в Лене в поселке Южная Нюя. На момент трагедии на берегу никого не оказалось. Когда к реке подъехал молодой парень Илья Севков и услышал крики о помощи, мальчика уже не было видно на воде, а девочка едва держалась на плаву. Думал, доплыву, побежал, где-то по пояс в воду забежал и чувствую то, что как раз почва такая, что тянет. Меня уже по икрам где-то затянуло. Думаю, это точно не вариант. А неподалеку как раз отдыхающие были. Они берут лодку, вот эту первую попавшуюся, кидают и начинают ее гребсти. А я вижу, что они вроде как еще далеко от нее. Я просто сама машиной обогнала ее. Она же по течению плывет. Я ее на перерез поплыла. Я просто рванула, поплыла на перерез и доплыла до нее. Сейчас Мария не представляет, откуда взялось столько сил, чтобы доплыть и вытащить девочку, но думает, что сработал материнский инстинкт. Хочу выразить особенную благодарность Севкову Илье, Кнауп Маше и Алексею Занозовскому, что спасли мою дочь Диану. Но мальчика к тому времени уже никто не видел. Поисковые работы силами местного населения начались буквально через час после происшествия. Продолжались до поздней ночи, 6 утра возобновились. Нас собрал Александр Александровна, попросил о помощи. Но здесь как спрашивать-то? Здесь никого спрашивать не надо. Это, как говорит, это наше всех горено. Вот и бросали кошки, не вода. Сотрудники ГИМС, позже принявшие участие в поисках, высказали благодарность за оперативные действия администрации Наслега и жителям. Выражаем слова благодарности главе поселения и местным жителям, с помощью которых сразу после трагедии были организованы первичные поисковые мероприятия. Это происшествие в очередной раз призывает нас быть ответственнее за безопасность и жизни наших детей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Случаи нападения собак на людей участились в Якутске. Ежедневно в местный травмпункт обращаются от 10 до 20 человек.
Всего за прошедший месяц пострадали почти 120 горожан, более 40 из которых – дети. Какие районы самые опасные и куда обратиться в случае, если встречи с животными не удалось избежать, знает Агафья Гоголева. Укусы на руке и ноге. В травмпункт поступила девочка 9 лет. По словам ребенка, она просто играла во дворе дома, где на нее напала соседская собака. Мою племянницу укусила собака в районе елочки на Якова Потапова. И сразу же мы обратились в станцию скорой помощи, что нам сделали перевязку ноги, руки. Вот. Потому что очень много собак бегает там. И вот когда ребенок гуляет, и как-то вот так случилось. Хорошо, что вот сразу обратились. Очень много собак. Надо что-то делать с этим. Как-то надо разбираться. Неблагоприятными районами столицы, где наблюдаются особенно большие своры собак, считаются ГРЭС, Айсарский и строительные округа, Белое озеро, 17-й квартал, а также микрорайоны Марха и Хатасы. Впрочем, опасные четвероногие могут встретиться даже в центре города. При поступлении таких пациентов сразу же оказывается экстренная неотложная медицинская помощь. Это первичная хирургическая обработка раны, иногда с наложением швов. Что еще? Обязательно собираем эпиданамнез, и на основании которого ставится профилактическое лечебное назначение антирабической вакцины. Напомним, в Якутске запрещено выпускать домашних животных на самовыгул. Власти столицы утвердили правила содержания домашних животных. По новым правилам владельцам животных, домашних животных запрещается отпускать домашнее животное без сопровождения лица. Также запрещается выгул особо опасных пород собак, видов собак, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Если же в процессе прогулки собака все-таки нанесла тяжкий вред здоровью человека, то действия владельца, который нарушил правила выгула, могут подпадать под уголовную ответственность по статье 118 Уголовного кодекса России. Агафья Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск. И в завершении выпуска к новостям других регионов. Улицы Геленджика в Краснодарском крае после ливня превратились в реки. На кадрах людей буквально сносит потоком воды, напоминающим течение. Некоторые даже решили ему не сопротивляться и поплыли туда, куда несет их бушующая стихия. Ранее местное управление МЧС предупреждали граждан об экстренном повышении уровня воды в регионе. И, наверное, пока все. До встречи в эфире.